Вот уже месяц ремонтные бригады трудятся над реставрацией фасада здания 15-й столичной школы. И первые результаты этой работы уже видны. Процесс не останавливается ни на минуту. И 1 сентября учеников встретит совершенно новый облик родного образовательного учреждения. Сегодня есть возможность увидеть уже благоустроенный фасад. Это создаст настроение не только ученикам и родителям, которые в сентябре с удовольствием придут в школу. Хочется, естественно, учиться в комфортной современной школе. Сухумская средняя школа номер 15 имени Александры Надзадзе – учебное заведение с богатой и непростой историей. Александра Надзадзе – офицер, политрук, посмертно награжденная орденом Красной Звезды. Подвиги этой отважной абхазской девушки широко известны и хранятся в архивах Великой Отечественной войны. В довоенное время школа, носившая ее имя, располагалась на улице Аргун в новом районе Сухума, а позже была перенесена неподалеку в бывшее здание советской швейной фабрики. За годы своего существования образовательному учреждению довелось пережить немало трудностей. Это в советское время была обычная швейная фабрика, а после войны вынужденная мера, где-то должны были находиться именно учителя русских школ, потому что та 20-я, которая сегодня 5-я, она была русская, но после войны стала абхазской. Вот в связи с этим вынужденная мера Диана Багратовна Кабба собрала педколлектив, и с 33 года эта школа существует. Сегодня директор этой школы Асида Дбар, преподаватель английского языка и депутат 7-го созыва Сухумского городского собрания. Она неоднократно поднимала вопрос о необходимости капитального ремонта образовательного учреждения. И вот долгожданные перемены начались. 2 июня 2026 года ремонтные бригады приступили к реставрации фасада здания. Вот хотелось бы еще внимание обратить, что внутри они тоже будут делать не все, будут ремонтировать один кабинет. А что касается фойе, конечно, оно в плачевном состоянии. Я ищу средства, все возможности, буду думать, как сделать фойе. По словам Асиды Дбар, ремонта давно требует и внутренняя часть здания, например, школьное фойе, где периодически проходят экзамены. Здесь же бережно хранятся портреты бывших учеников, ветеранов Великой Отечественной и Отечественной войны народа Абхазии. В планах и мечтах полностью благоустроить и преобразить это памятное место. Масштабные работы ведутся при поддержке президента Абхазии Бадры Гумба и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Непосредственным восстановлением школы занимаются специалисты госкорпорации «Росатом», которые совсем недавно уже сделали учебному заведению отличный подарок – построили многофункциональную спортивную площадку. За что мы чрезвычайно благодарны им. Здесь в сентябре 2025 года, тогда еще не была директором школы, здесь Росатом решил делать вот эту спортплощадку, которую вы здесь видите. И руководители Росатом обратили внимание на фасад и предложили свои услуги, чтобы отремонтировать фасад этой школы. По окончанию фасада администрация города Сухум во главе с Тимуром Михайловичем Агрба обещают завершить дворовые работы этой школы. И когда у нас линейки, а у нас необыкновенные мероприятия проходят, и когда дождь, мы возвращаемся в школу и стоим в коридоре. То есть в будущем просматриваю, буду обращаться, чтобы у нас был нормальный спортзал, актовый зал, где дети могут заниматься спортом и проводить различные мероприятия. Ремонтные бригады планируют завершить свою работу уже к началу учебного года. Сегодня в 15-й школе обучается более 700 человек. Гугу Савардания, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.